Добро и зло не уживутся в мире. В потомстве сохранится ли добро? Или опять сердца героев честных придется людям в землю зарывать? Земля давно их кровью напиталась, не захлебнулась бы. Махтум Кули. Памятники минувших поколений. Год 1871. Шукур-Бахши, так звали музыканта, и наш рассказ о нем мы поведем. Как солнце от восхода до восхода вершит свой круг, так в память народ историю Шукур-Бахши проносит. Недавно это было и всегда. Обычных дней текучая вода дает реке истории начало. Мамед Ярхан из древнего Техрана крушил и грабил в этот день Туран, соседнее Чапык-Батыра ханство. Баранья туша поднята на шест, тревожный знак. В округе рыщут волки. Двуногих волков знают в тех краях, двух ханов. И в тот же день, и в тот же час Чапык-Батыр хан из Турана Техран разграбить дал приказ. Волки не встретились на перевале. Случай дал на день отсрочку войне, будто минуты раздумий решали, быть ли в огне в этот вечер земле. Tehran beyi kalıbında kudretli Mehmet Yarhan halkı yarışa çağırıyor. Слушайте, люди разного звания. Хан всемогущий сегодня велит
Всем собираться на состязание. Наш благородный Мамед Ярхан вам предлагает избрать победителя. Сами решите, кто победит. Сами решите, кто победит. Наш повелитель того наградит. Скажете вы, что победа туркмена, брата Шукуру вернет он из плена. Не пожалеет наш хан ничего, с миром отпустит врага своего. Кого напоминает мне Мамед Ярхан? Чепык-хан. Если Гулам не уступит в умении и в поединке врага победит, пусть ему завтра добудет джигит лучшую девушку из Туркмении. У хана новый халат, красивый рисунок. Это хорошая тема. Тише, бросают жребий. Какая разница, кому начинать? Все равно один проиграет. Первым должен играть Гулам. Хан-ага, прости мою смелость, но я уже играл. Пусть поведет гость. Брат мой, брат мой, скажи, неужели в этой стране только мы с тобой братья? Наш Гулам проучит этого дерзкого чужестранца. Не может быть, я не верю. Ибо если это так, то жизнь на земле бессмысленна и страшна.
Гулам от него не отстает. Как вы думаете, визирь Юсуф, кто победит? Я об этом не думаю, я слушаю. Сколько на земле людей, столько и философии. Какая философия верна, не знает и сам Аллах. Поэтому он никогда не вмешивается в дела людей. Чтобы на земле был порядок, нужна твердая рука власти. Я приведу тебе пример. Поговорим о власти. Ну? Скажи, что ты думаешь об этом, Юсуп, и я докажу тебе обратное. Ну? Здесь царил мир, Ханага, а ты нарушил его. Значит, плохо воспользовался своей властью. В моем саду развелось слишком много птиц. Дай им волю, и они совьют гнездо на моей челме. Не напоминают ли они тебе людей? Ты выбрал неплохое сравнение. Но оно обернулось против тебя же. Ты заблуждаешься. И это понятно, ибо власть ослепляет. Если бы не было на свете птиц, не было бы и твоего сада, Ханага. Люди похожи на птиц. Они редко нарушают твой покой. Они заняты тем, что творят добро на земле. Быть может, для этого вообще не нужна власть. Правда, человека к ней приучили. Я допускаю мысль, что в те времена власть была справедливой. Но разные люди пользовались ею. И преступление заключается в том, что она доставалась им по наследству. Пойми, что в каждой семье есть свой дурак, Ханага.
Тихо. Теперь поведет Гулам Бахши. Телохранитель, скажи, кто сегодня был прав, Юсуп или я? О, Аллах! О, Аллах! Я больше не могу. О, Аллах! Почему ты молчишь? Ханага, так я служить не могу. Ты превратил мое сердце в камень. Ты сделал меня слепым. И я привык к этому, как сова привыкает к ночи. Но теперь ты сам слепнешь. Ты впустил в свое ханство Юсупа. Вместе с ним ты впустил новый свет. Он непривычен нам. Он ослепляет нас. Все закружилось. Мир шатается, как птичья клетка на ветру. Ты сам, словно камень, катишься в пропасть. Что ты сказал? Я не хочу. Я не хочу погибать. Повтори, что ты сказал. Убей Юсупа. Я тебя умоляю. Убей Юсупа. Еще не поздно, еще не поздно. Сохрани мир таким, каким его создал Аллах, иначе мы все погибнем. Убей его! Убей его! Молчи, шакал. Ты думаешь, если я не ответил Юсупу, значит он прав? Первая часть состязания не принесла победы ни одному из дутаристов. Музыканты были равны. Итак, Юсуп, продолжим наш спор. Я устроил эту игру, чтобы объяснить тебе закон жизни. Жизнь — это состязание. Сильный побеждает, а слабый погибает. Люди приспособились к этому. Большинство, подобно этому человеку, пытаются уцелеть, служа сильному. И лишь некоторые, как эти два музыканта, пытаются завоевать победу на костях соперника. Взгляни на этих людей, Юсуп. Их не радует, что музыканты равны. Они хотели бы увидеть борьбу и радоваться поражению одного из соперников. Такова жизнь, Юсуп. Теперь музыканты должны выбрать себе тему и сочинить музыку. Гулам Бахши сложит песню о ханском халате.
Сравню я хана с деревом ветвистым, а подданных его сравню с корнями. Ведь почему вверху светло так листьям? Да потому что корни в темной яме. Ты, музыкант, не ройся в темноте. Зачем в лишениях жить и суете? Хорош талант, когда он сыто кормит. Хан — дерево, а подданные — корни. Хорошо сыграл. Хорошо. Нет музыканта лучше Гулама. Посмотрим, чем ему ответит Шукур. Слишком много. Тише, ледь Гулам. Ты мотылек, Гулам, ты мотылек. Как он, жужжа, летишь на огонек. Все помыслы другие отстраня, ты видишь только этот круг огня. Но в звоне струн или в мельканье крыл ни он, ни ты нам солнца не открыл. Не знаешь, ты у солнца свет иной, а это только факел смоляной. А это только факел смоляной, который жжет и губит. Вторая часть состязания кончилась так же, как первая. Оба музыканта равны. Азиз. Теперь уж Гулам победит наверняка. Сыграет ли Шукур так же, как и я? Интересно послушать.
Нет, почтенный Гулам, в этом мне трудно с тобой состязаться. В третьей части состязания победил Гулам. Смелее. Теперь поведет Гулам. Четвертая часть состязания. Музыканты должны следовать за бубном, не отставая ни на один такт. Что бы ни случилось, они должны продолжать игру. Смотрите, у Гулама лопнула струна. Прекратите! Смотри! У Гулама лопнула струна! Перестань Прекратите состязание! Хан-ага, нужно вызвать всадников, а то толпа прорвется и сомнет нас. Не надо. Народ требует справедливости, Хан-ага. Состязание надо прервать. Что такое справедливость, Юсуп? Посмотри на этих музыкантов. Они оба одержимы стремлением к славе. Но победит тот, кто не боится быть несправедливым. По условиям состязаний, что бы ни случилось, музыканты должны продолжать игру. И в своем стремлении к победе Шукур не считается ни с чем. Он несправедлив, но он прав, Юсуп. Только что значит его несправедливость по сравнению с несправедливостью этой толпы? Разве можно остановить лавину? Разве можно остановить людей, у которых отнимают их славу? Им наплевать, что Шукур прав.
Они разорвут его, прежде чем он коснется крыла победы. Они несправедливы, но они тоже правы. Вот так же иногда и моя власть, даже в несправедливости, бывает справедливой. Остановись, подлец! Остановись! Не позорь наш народ! Остановись, Шукур! Прекратите игру! Составьте его, прекратите игру! Убейте его! Остановись, собака! Я должен остановиться. У Гулама только одна струна! Как ему легко победить Гулама! Пусть хан скажет свое слово! Что бы ни случилось, музыканты должны продолжать игру. Святой Аллах, помоги мне победить этого мальчишку, и я сам назову его великим музыкантом. Нет, я должен победить. Должен победить. Он на одной струне играет. Смотрите-ка. Оставь, что ты делаешь? Зачем сжигаешь дутарь Гулама? Не стыдно тебе позорить нашего Бахши? Последнюю часть состязания поведет Шукур Бахши. Нет, в этой стране не только мы с тобой, братья. Ты боишься, что Шукур победит? Ну и что ж. Главное в состязании тот, кто устраивает его. У меня своя цель в этом состязании, и я добьюсь ее независимо от того, кто победит. Если победит Гулам, то мой народ пойдет воевать с воодушевлением, а если Шукур, то с озлоблением.
песне я расскажу этим людям, как и зачем я пришел сюда. Счастье этому дому. Здравствуй, дядя Шур. Потихоньку. Ну, кто первый? Я. Скорей, 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 скорей. Ты меня не держи. О, мои дорогие. О. Зачем ты взял тут дядя Шукура? Не ссорьтесь, нехорошо. Ух ты, какой стал тяжелый. Ох ты, мой хороший. Посмотрите, что я вам привез. Отдай мне дудак. Не отдам. Отдай, не отдам. Ловите. Отдай. Я буду на нем играть. Я сам буду играть. Ты еще маленький. Сам ты маленький. Давай вместе играть. Что случилось? Ты так печальна. Все благополучно в доме. Где мой брат? Не плачь, Дурсун, не плачь. Увидишь, твой муж вернется. Теперь многие возвращаются из плена. Не вернется он. Сердце мне говорит, что не вернется. Отпускает тех, за кого родственники заступаются, а у него нет никого. Что ты говоришь? У него есть Шукур, родной брат. Этот человек и пальцем не пошевельнет, что брату помочь. Ну что ты, Дурсун, напрасно ты такое говоришь о Шукуре. Я его лучше знаю. Ему лишь бы по свадьбам ходить со своим дударом. Ну не плачь, люди услышат, что скажут, нехорошо.
Да, мир жесток, он не ласкает, в нем сильного над слабым власть. С рождения в кровь мою влилась людская боль и скорбь людская. Вражда людей до ныне длится, до ныне власть у них кумир. Ты не помог, жестокий мир, ты не помог им примириться. О, мир людей, живущих в распрях, ты как клокочущий поток. Я всею болью, всею страстью скажу тебе, что ты жесток. Нет, мир прекрасен в великом умам. Там потоки бегут, водопадами скачут по скалам. Муравьи суетятся, как будто они охмелели, и весенние птицы возносят к лучам свои трели. Мир не в страхе живет, не в смирении живет покаянным. Он цветеньем наполнен и запахом терпким и пряным. Человека и зверя зовет травянистым полянам. Зачем, ожесточая душу, склоняя честного к греху, нас бедность давит, солнце сушит, и даже ветер вдруг подувший не свежесть, а огонь несет. Честь, труд, любовь, все вихрь унес, гудит, колышет море слез. Грабил вор, но разум он не выкрал, и страсть и воля зрели в нас века. Да будет сожжена рука, которая повелевать привыкла, разрушила счастливый мир, игру детей. О, люди! Несчастные дети, чем кончиться может раздор, ни тюрка, ни курда не будет, и кровь вашу ветер остудит, покроет вас вечный позор, ни звездных огней не останется, ни птиц меж ветвей не останется. Не верю, чтобы ожесточение так далеко вас завело, народ мой ненавидит зло. Спасибо, Шукурджан. Ты настоящий бахши. Когда ты играешь, по телу даже мурашки бегают.
Твой дутар звучит так, как будто в нем шайтан сидит. Вот как звучит его дутар. А нельзя ли этого шайтана в мой дутар пересадить? От этого ни один бахши не откажется. Да, хорошо ты играешь, Шукурджан. Тебя можно слушать с утра до вечера и про молитву забыть. Но сегодня мы пришли не веселиться, нам нужно поговорить о деле. Выслушай нас. Говорите. Слово и почет старейшему. Целую неделю говорим в одном и том же. Нам действовать пора, не болтать. Он говорит правильно. Захватить врага врасплох. Охот надо идти, чего Можно вы миром решить. Что ты говоришь? Какой мир? Я знаю, что я говорю. Надо разделить всадников на два отряда. Правильно. Зайти врагу в тыл. Тише. Тише! Перестаньте шуметь. Джигиты! Шукур не хочет идти в поход. Почему? Не может быть. Ну и пусть остается. Брата своего хочет бросить. Обойдемся без него. Да кому он нужен? Тише! Не кричите, ничего не слышно. Шукурджан, джигиты горячатся неспроста. Им не терпится отплатить врагам за плач сирот. Дай мне сказать, Чапык-хан. Теперь пусть бахши выслушают мнение стариков. Шукурджан, у нас достаточно денег, и я надеюсь, с их помощью мы освободим твоего брата. Правильно, я с тобой согласен. Потому что ты баба. Что люди скажут? Туркмены испугались врага, какой стыд! Не будет этого! Прикупать. Зачем начинать войну? Дома. Если ты трус, оставайся с женщинами! Нас много, мы с ними справимся! Надо собираться в поход. Старики верно говорят. Замолчи! Брось, что ты орешь на всех? По-другому не умею. Научиться пора. Чего ж кричите так? Молчать могут трусы, у них кровь холодная, как лед. Ты меня не учи, я лучше тебя знаю, что такое война. Эй, молодежь! Тихо! Тихо! Неужели не стыдно? Почему ты, Шукур, молчишь? Пора бы сказать свое слово. Что мне вам сказать? Брат в плену, джигиты. Спасибо за то, что в тяжелый час я нашел поддержку друзей. Только я не знаю... Можем ли мы допустить, чтобы из-за одного человека на смерть пошли сотни? Будет ли это справедливо?
Послушай, Шукур, мне больше нравится язык твоего Дутара. Неужели ты не понимаешь, что нашему народу нужно защищать свою честь? В плену не только твой брат, Мират ага, Сертар ага и многие другие. Ты всегда был нашей гордостью, Шукур. В тебе мы видели нашу славу, а слава народа нашего должна быть мужественной. Пойми это. Успокойся, не горячись. Что ты меня успокаиваешь, словно малого ребенка? Это не Дурсун, это Родина наша плачет. А Шукуру, видно, и горя мало. Почему я не умею говорить так, как Чепек-хан? Ведь он затевает поход, чтобы возвеличить себя. И все-таки люди верят ему, а не мне. Я музыкант, Чепек-хан. Война не мое дело. Как ты решишь, так и будет. Скажи Чепек-хану, что 200 всадников ждут нас на перевале! Момент, подожди меня! Возьми меня! Я тоже хочу на войну! Молодец, Шукур, Дутар захватил! Будем воевать под музыку! Это мой брат! Посмотри, мой брат! Кто знает, может ли Дутар сделать то, что делает конь и оружие? Что ты сказал? Я спрашиваю, может ли Дутар заменить саблю? Иногда Дутар дороже сабли бывает. Ну, например, на свадьбе. Вдруг он пригодится и сейчас? А при чем тут музыка? Здравствуй, Шукур! Как бы мне хотелось, чтобы еще не один раз этот мальчик смеялся вместе с отцом. Здравствуй, Шукур. Где твоя сабля? За что? За что ты меня бьешь? Ударь Шукура, у него тоже нет оружия! Ударь его! Ударь! Шукур, где твое оружие? Друзья мои, я принес вместо оружия свой Дутар. Потому что я хочу с его помощью попытаться освободить брата. Только музыкой. Если это мне не удастся, тогда ваш черед. Шукур говорит глупости. Что ты затеял? Ребенок знает, что Дутар — оружие тех, кто любит блаженствовать в тени и привык услаждать слух бездельников. Ты храбр, Шукур, а рассуждаешь как трус. Не было еще такого случая, когда вместо войска в поход шли музыканты и побеждали врага, вооруженного до зубов не огнем, а искусством. Только рабы увеселяют победителей, Шукур-хан. Чепек-хан, Шукур зазнался, что ты нянчишься с ним. Пусть остается дома, если боится. Верно говорит Шукур, незачем напрасно кровь проливать. Пусть едет,
Пусть освободит своего брата. Говорят, что Мамед Ярхан любит музыку. Неправда. Он больше любит звон оружия. Слушайте меня! Я уверен, что Шукур над нами просто подшутил. Нашел время шутить. Ты слишком добр, Чепыхан. Незачем больше ждать. Шукур, скажи, я прав думаю, что ты пошутил, а? Теперь не до шуток, Чепыхан. Я не пойду с тобой в поход. У нас разные дороги. Когда ты говоришь «Родина, честь», я слышу наживо, грабеж. А разбой и грабеж нужны тебе, а не нам. Люди этого не понимают, но я объясню им, чего бы мне это ни стоило. Эй, слушайте! Не за все обиды мы должны платить огнем и кровью! Умираю. Я умираю. Не плачь. Не плачь. Встань и скажи людям. Он умирает. Умирает. Пусть мои слова станут понятны даже глупцам. Завтра вы меня предадите земле. Завтра вы меня предадите земле. Я бы хотел, чтобы над моей Я бы могилой хотел, чтобы над моей могилой шумели сады шумели сады и пели птицы. и пели птицы. Но эта земля не может давать плодов. Но эта земля не может давать плодов. Она полита Она полита кровью. Она полита кровью. Мы виноваты перед своими отцами. Мы виноваты перед своими отцами. Внуки наши будут виноваты перед нами. Внуки наши будут виноваты перед нами. Будет вечно, если человек не поймет, И так будет вечно, если человек не поймет, его счастье что его счастье создают труд, вода вода и земля. Я тогда слушал все это и думал, если бы мальчик смог пролететь над землей и сказать всем людям. Взрослые придумали войну и научили своих детей играть в нее. Поняли б люди его слова. Взрослые придумали эту игру. Стало бы меньше могил. А ведь дети становятся взрослыми. Красные. Черные. Голубое. Нет, черное. Нет, черные. Старик бредит. Надо убрать мальчика. Мама. Мама. Уберите мальчика. Мама. 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 Не надо. Не надо. Не умирай. Дедушка. Дедушка. Дедушка.
Шукур, ты своего добился. Но не думай, что дело в тебе. Я не могу идти против воли старика. Но если у тебя ничего не выйдет, тогда хан Тихранский будет иметь дело со мной. За мной, джигиты! О, Аллах, останови войну. Ты взял у меня всех моих сыновей. Помоги Шукуру. Пусть его мужество избавит нас от беды. Будьте прокляты все, кто убивает жизнь. Великий Мамед Ярхан прекращает состязание. Я не знаю этой песни, хан-ага. Победил иноземец. И эти бараны слушали его, разинув рты. Они даже забыли, что он их враг. Неужели я ошибся? Нет, нет, этого не может быть. Конечно, я был прав. Прекрасно, Шукур. Народ скот. Он может пойти за каждым. Нельзя выпускать его из рук. Побеждает тот, кто не боится быть несправедливым. Твой хан сказал, что если ты проиграешь, то он принесет в нашу страну факел войны. Чтобы снова подчинить народ своей воле, я должен разжечь в нем ненависть и пробудить гордость. А если я решу, что выиграл не ты, а другой, что будет тогда? Надо идти на риск. Я заставлю судьбу служить мне. Что же будет тогда? Война? Только так. Я превращу восторг этой толпы в ненависть. В этом могущество моей власти. Как ты думаешь, кто в этой войне победит? Хан-ага, большое несчастье, если будет война. Война унесет много жизней. Мужество двух народов приведет к большой беде. Это знаю я. Это знает каждый, а кто победит, это неизвестно никому. Ну хорошо, допустим, что победил ты, Шукур. Но почему никто не празднует твою победу? Почему судья забыл о своих обязанностях?
унизил сегодня честь моего народа, Шукур. И я должен поднять ее на прежнюю высоту. Для этого я начну новые состязания. Но моим инструментом будет не дутар, а сабля. Надеюсь, твой хан хорошо владеет ею. Итак, чтобы начать новые состязания, я должен объявить, что ты проиграл. Прости меня, иначе твой хан сюда не придет. Ты со мной согласен? Судья, дутары Шукура сжечь. Что с тобой, Шукур? Почему ты такой грустный? Ты же победитель. А победителю дано право играть победную песню. Играй же. Развесели нас. Играй же. Придадите земле. Я хотел бы, чтобы над моей могилой шумели сады и пели птицы. Ибо она полита кровью! Вы виноваты перед своими отцами! Внуки наши будут виноваты перед нами! И так будет вечно, если человек не поймет, что его счастье создают труд, вода и земля. Несправедливо! Шукур победил! Держи свое слово! Вальсе несправедлив! Помоги мне, Шукура! Не надо войны! Не нужно крови! Держи свое слово! На колени, скоты. На колени. На колени. Нет, так нельзя. Сейчас так нельзя. А как же власть? Нет,
Я должен быть сильным. Нужно это превратить в шутку, иначе все рухнет. Ну, Шукур, мой народ тебе, наверное, понравился. Хан-ага, поверь мне, к твоим людям я пришел не спорить, а рассказать им о добром желании моего народа. И я знал, что меня поймут. Ты очень смелый человек, Шукур, но признайся, что моя шутка тебя испугала. Не бойся, я всегда справедлив. Снимите с него цепи! Они скоро будут дома. Дождался, наконец-то! Молодец, Шукур! Выручил брата! Да здравствует Шукур! Молодец, Шукур! Не унывай, Гулам. Смотри, как счастливы эти братья. Гулам Бахши, не сердись на меня. Ведь ты понимаешь, я иначе не мог. Я пришел за родным братом. А я думал, что ты уже ушел. Чего мне сердиться? Все правильно. Посмотри на эту реку. Разве может она вернуться к своим истокам? Вот так и я. Хотел бы начать жизнь сначала, но не могу. Сгорел. Как твой мотылек. Ну ладно, тебе пора. Езжай. Дома вас ждут. Прощай, Шукур. Прощай. Поехали.
Но снова надежда вернулась к земле. Вновь солнце взошло после стольких ночей, и людям земля подарила ручей. Ручей превратился в широкий поток. Он камни с пути за собой увлек. На дне его камни остались осев. Ручей стал рекой, оросивший посев. А-а-а!